Администрация президента США Дональда Трампа может заменить термин «политические репрессии» на геноцид применительно к положению тюркоязычных уйгуров. Об этом сообщает новостной сайт «Политика» со ссылкой на источники в Белом доме. Обсуждения в администрации Трампа пока находятся на начальной стадии, и этим вопросом занимаются рабочие группы Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности, сообщают источники издания. Если власти США не смогут согласовать использование термина «геноцид», то как вариант действия Китая могут рассматриваться в качестве преступления против человечности или этнических чисток, отмечает «Политика». Министр иностранных дел Китая Ван Йи, который начал свое европейское турне, включающее Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию, с Гааги, был встречен массовыми протестами. Европейский визит китайского министра продлится с 25 августа по 1 сентября. После того, как появилась информация о том, что сегодня Ван Йи прибудет в Нидерланды, Ассоциация восточно-туркестанских неправительственных организаций провела акцию протеста перед зданием Министерства иностранных дел. Стало известно, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы уйгурского региона, Гонконга и Тайваня. По мнению экспертов, Китай хочет улучшить отношения с этими европейскими странами и побудить их занять место на стороне Китая в борьбе против США. Уйгурские активисты призвали власти Нидерландов и других стран не верить лживым заявлениям Китая о том, что в Восточном Туркестане нет нарушений прав человека. Британский новостной сайт Guardian сообщил со ссылкой на некоторые интернет-источники, что в рамках борьбы с COVID-19 китайские власти запрещают уйгурам и другим мусульманам выходить из домов, приковывают их наручниками и заставляют принимать неизвестные препараты. В видеороликах, размещенных в интернете, слышны голоса жителей, издающиеся из окон домов, которые говорят, что их держат силой. Многие из них опубликовали в социальных сетях обращения, в которых отмечали, что их неделями держали в заперти с прикованными руками. Администрация США призвала наказать всех причастных к резне мусульман, совершенной армией Мьянмы в штате Аракан в 2017 году, а также призвали организовать благополучное возвращение на свои земли мирным жителям, которые бежали в Бангладеш. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус опубликовала письменное заявление по случаю 3-й годовщины военных операций армии Мьянмы, из-за чего 740 тысяч араканских мусульман были вынуждены покинуть свои дома. Ортагус подчеркнула, что администрация США обеспокоена судьбой мирных жителей, которые были убиты, получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома в результате нападений военных Мьянмы и преступников из числа буддийских банд. Россия предостерегает Евросоюз и США от любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Российской Федерации по итогам встречи главы российской дипломатии Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, Москва заявила о недопустимости попыток оказания санкционного и политического давления на Минск. Евросоюз и США подвергли резкой критике выборы в Белоруссии, которые прошли 9 августа и завершились победой Лукашенко.